Ниппе, не знаешь, почему Ниппе называется? Ниппе-Гура? Это его дом. Момент самое главное, не знаю, что под водой. А работать нигде не работаешь, да? Почему? Работал зимой, например. Ты же на пенсии, да? Да. Вот пенсионер решил строиться. Красивый дом, нормальный. Вот такая малышка. О, пруд такой. И окуни даже зимовали. Чай сначала это. Лифт мне сделай. Пенсии сделаю. Всем привет, и друзья. Сегодня такой по весеннему такая теплая погода, очень даже, но видите, все равно я одет как, потому что ветер, и нашел себе укромное такое местечко, куда ветер не попадает. Вроде бы и тепло, вроде бы и, солнечно так бывает. И даже на солнце, когда попадаешь, жарко становится, но земля сырая, она очень холодная и дает такую сырость. Вот не просто говорят, что весенняя погода такая обманчивая. И не удивляйтесь, что я одет еще не по-летнему, так сказать. Весна и весной, а не дать себя как бы обмануть, это важная задача, потому что болеть в наше время что-то опасно даже, потому что заболеешь, в больницу попадешь, там еще по второму разу заболеешь. Вы, наверное, поняли, о чем я говорю, какое там заболевание сейчас есть. Вот. А у меня сегодня задача съездить до дяди Миши, съездить до озера, и прогуляться просто еще. Вот так. Это так, вкратце. Все, друзья, поеду я. Итак, снова мы на дороге. Едем, так сказать, гулять едем. Да нет, просто был заказ у дяди Миши. В интернете он попросил заказать рыболовные вещи. Я ему заказал и привез. Сейчас вот привезу, и если дома, он там. Благо сейчас дорога такая хорошая. Еще не попорчена весенними дождями, да что-то. Значит, дядя Миша в бане, да? Ну иди и забирай тогда это. Сети забирай. Да? Не буду тогда уже беспокоить. Це не мийки, саяс. Кучки разні верманда. Верманда разница кучки. Дрова привезли, да? Дрова привезли. Дрова привезли, пилить будем. Завтра или... Когда-то начнет. Откуда знаю. Дайте веревку. Крокоса, что ж басть? Что ж ба? Когда зачем мне? А мне зачем? А может опять что-нибудь будешь возить? Да потом мне прицепиться на колесо еще дай. Нет, я завяжу культурно бантиком. Так что не судьба сегодня поговорить с дядей Мишей, да? Нет. Ну привет ему передай. Передам. Большой, пускай выздоравливает. Я на обратно буду ехать, да пускай хоть выйдет, поздороваемся. Сейчас может потом остановиться. Да, я на обратно буду ехать, я остановлюсь. Так, дядя Миша, значит, оказался, не в бане, а после бани сразу еще, говорит, и не получилось у меня с ним поговорить. Может, на обратном пути. Ветер такой сильный. Вот так выглядит наши поля. Снег растаял практически.
Есть, конечно, местами, но такой ранней весны давно уже не было. Ну, я думаю, это неспроста, так это все равно аукнется еще. Я уже возвращаюсь, друзья, домой. Я съездил по дороге, по трассе. Просто прогулялся. Тут уже обратно уже Нившира видно. Скоро. Вот тут осталось. Вот. Снега нету практически. Сено еще осталось, не все съели. Сколько раз здесь ездил и ни разу не замечал. Вот или снега еще много было. С этой точки вон видна прекрасная церковь наша. А это далеко ведь. Он получается какой-то вот низина, что ли. И церковь почти вся видна. Сейчас попробую приблизить. Тут очень далеко. Просто мне надо удержать потом этот зум. Рука трясется. Пары поднимаются. Получается как будто что-то испаряется. Ну, испарение есть испарение. Вот. Церковь видна даже. Вот. Порядочное расстояние такое. До церкви еще, если по дороге. А тут вот так. Ну, еще показал, как моя камера приближает, кто хочет там камеру с зумом. Простая дешевая камера Panasonic 260. Еще, друзья, покажу деревенский такой момент. Вот собирается рубить сруб. И вот смотрите, все бревна ошкурили заранее, по мерке распилили, и скорее всего здесь будут рубить сруб. Или для дома, или для бани. Скорее всего для дома, потому что там длина позволяет, там где-то 6-метровые, по-моему, и 8-метровые даже есть. Тяжелая работа, конечно, это все. Это молоко с фермы увозят в город. Такой молоковоз здоровый. Правда, там молока, наверное. Но он со всего района собирает, конечно. Поехало наше молоко к Сыктывкар. Потом оно вернется уже в пакетах. Нам же. Дядя Миша не смог выйти. Я уже там не стал останавливаться даже в этом. Так, у нас дорога, если прямо мы поедем вот туда, если прямо. Это в сторону Нившира, а мы завернем в местечко Нипек, где озеро-то. И дядя Ваня живет где. Посмотрим эту дорогу, как тут все. Ну, высыхает потихоньку все. И вроде терпеть можно. Ездить можно даже. Нормально, ну, безбоязненно. Есть, конечно, вот такие ямочки. В принципе, неприятные, но что поделаешь. Там везде видно асфальт. Потихоньку, осторожненько будем ехать. Вот. Вот такие уже ручьи, друзья, у нас бегут. Вот.
Первые ручейки такие пробываются. Шум, конечно, не так надо слышать, может и ветер даже мешает звуку. Но звук приятный такой. Журчит ручей. Ну а мы едем дальше, так сказать. Ну, у всех, вот практически у всех, сейчас одно занятие. Дрова, дрова, дрова. Дрова, дрова, дрова. Так сказать. I teď vratuji s kučem je, kolik on tad. I teď mi se vratuji s kučem je, on tad kolik. Нормальный, да? Сейчас. Еще осторожненько проедем. Вон там идет человек. Спросим. Аж как там дорога дальше? Проеду я или нет? Проеду, да? Здесь высохло, да. Сейчас потихоньку проедем по, так сказать, местечку Нипе. Может кто это самое, ну, живет далеко от родного дома, ну, где он и посмотрит вот свои места. По крайней мере, я знаю пару человек, которым приятно было вот посмотреть. Вот тут детская площадка такая делали. Это уже прошлое лето, по-моему, делали. О, заехать, правда, не могу. Вот, поснимаю здесь. Поснимаю эту площадку, поезжу. Вот. Вот такая детская площадка. Это, ну, вроде как дети играются. Ну, сейчас не период такое. Вот так выглядит участок такой. А летом тут полно детей, я бы сказал, даже много. Вот. Идем, друзья, дальше. Напоминаю, этот участок называется Нипе. Я не знаю, откуда это слово Нипе. Сейчас спросим. Сейчас спросим у местных жителей, так сказать, Нипе. Вот это Дмитрий, а это Татьяна, да? Татьяна, да. Это Дима, скажи, почему это местечко называется Нипе? Знаешь, нет? Вот он моложе меня на много лет. Ты не уходи с камеры. Нипе, не знаешь, почему Нипе называется? Нипе-Гуран. 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 И еще, да. Нипе-Гуран, Боровск. Боровск это где я живу. Да, да, Нипе-Гуран. А это Нипе, да. А почему не знаешь, почему Нипе, да? А кто? Молодой человек не знает. Татьяна вообще приезжая, давай. Короче говоря, не открыли нам тайну, почему это называется Нипе. Вот не знаю я. Почему этот участок называется Нипе. Как с этой стороны выглядит детская площадка. Вот. Вот так. Быстро высыхает. Вот смотрите, я удивлен даже. Ну, весна ранняя, и получается вот такое сухо все.
Вот такие места. Тут все высохло. Очень даже. Но все нормально вроде. Можно ездить смело тут даже, не боясь, что застрянешь. Но их видео вы часто видите дядю Ваню. Вот этот, это уже у нее участок, это его дом, так сказать. Тоже тут занимается дровами. Сейчас с той стороны подъеду. Просто здесь неудобно. Ну и у дяди Вани тоже работа, дрова. Одни и те же заботы у всех практически. Вон дрова лежат. Эти оставил на столбы для забора. Не ошкуренные, правда, еще. Но тоже занимается своими делами. То я езжу. Сейчас посмотрю у дяди Вани собаку еще. Там новую собаку завел. Волки в эту зиму съели у него собаку. Лок! А что ты такой? А что такое? А что такое? Лок? Ух ты меня как ругает. Не хочет дружить со мной. Вообще спрятался даже. Но! Так ругаешь меня? Да? Молодец. Чужой я тебе, да? Чужой? Чужой. Ладно, ладно, поеду я. А так выглядит, друзья, озеро. Полностью еще подо льдом, так сказать. Вот. Рано еще, как говорится, разбежались мы. Может, еще и морозы ударят. Даже воды вдоль берега почти нету. Хотя снег уже практически весь растаял. Вот так выглядит наше озеро. Где-то мостик я сейчас покажу еще потом. А вот и мостик с этой стороны уже снимаю. Вот такой мостик. Он все, там снега нету. Просто там воды тоже нету, чтобы рыбачить еще. Можно, когда вода прибудет, попробовать там что-нибудь поймать для интереса. Хотя бы, чтобы удочку можно было закинуть. Там обычно рано открывается, там ручеек течет. Такой. И рано открывается такая полынья будет. Ну, устье типа. А так все закрыто еще. Вода должна прибыть хотя бы вот до этого. До этой дороги. Потом уже можно там что-то делать. Вот так. Показываю сегодня, в каком состоянии наша природа севера. Где-то цветы цветут, где-то сажают картофель, уже посадили, где-то еще что. А у нас вот такая. Отстаем, друзья, отстаем. На мостик можно заехать, но там нечего делать, правда. Но скоро, если такими темпами, там можно и порыбачить уже, пускай лед, а там полынья будет. Вот. Кто-то приспособил мой мостик под лодку. Ну, пускай, это знакомый мой. Здесь около озера прям живет. Очень хорошо. Никакого не надо сделать отдельного. Раз, поставил и все. Не надо чистить, не надо ничего делать. Вот. Ну вот так. Как-то. Веснуем. А теперь едем обратно. Приезжали, посмотрели. В принципе, можно там, если с товарищем, можно проехать. Просто я не рискну там дальше проехать. Нам надо в поле проехать, там умку, чтобы она побегала на поле. Так-то. Ну, там дальше дорога что-то
не понравится мне, не по душе. Так, ну что, поедем мы обратно уже до дому. Дорога вроде и нормальная, но нет, и вот такие участки попадаются. Неприятные такие моменты. Самое главное, не знаю, что под водой. Привет, Миша. Да. Куда ходил? Рассказывай. Там одной пенсионерке дрова колоски. Дрова колоть, да? Да. Колым, так сказать. Да. А работать нигде не работаешь, да? Почему? Работал зимой на пляжах. На пляжах, да? Да. Ага. Сколько за этот берешь? 250, как Ванька берут. 2500. Да? Машину. Ага. Так не берут, все берут. Так. No. Buivania. Te doar ceas vola? Nu chiar galia pe scop pe mine. Telefonem dzwoni ta Donba. Da, nu te Okpurci. Te mă iogu bărătan. Da. Sotan. Что ты его снял? Tak ole myszę kiedyś i on da zdać, no? Podumaj za to wydaje. Da. Ten ci de dinga de boşten. Там еще где Mieszek się деньги сэкономил, на Mieszek я баштан. Подъехал я, друзья, вот знакомому Нившевскому Володе. И вот он как раз дом купил. Он уже прошлый год покупал, да? Да. Прошлый год. И он старый дом покупал. И вот завел уже, что ты уже, вода есть? Вода приходит? Все, холодец. Вода, это свет, электрику все поменял, крышу поменял, окна поставили, уже евроокна, так сказать, ну так называемые пластиковые окна. И вот сейчас сайдингом обшивает уже. Обрешетку делаю сейчас. Обрешетку, да, обрешетку делает. Ты же на пенсии, да? Да? Вот пенсионер решил строиться. Заново считай, да? Считай заново. Ну вот дом этот старый, и получается, что все надо заново сделать. Я смотрю, и фундамент там все поменяно, да? Да. Фундамент поменял. Да. И как бы есть, ну, если честно, вот если бы, наверное, Володя не купил дом, этот так же бы, наверное, сгнил он, да? Развалился бы и все. Да. А тут он вот нарочно как-нибудь, вот как он вот это все сайдингом обошьет, я еще раз поснимаю, какой этот дом будет красивым. Прямо вновь оживет, так сказать, этот дом. Я не знаю, прежние хозяева будут смотреть, увидят или нет еще, или кто-то... А есть кто-то прежний из прежних? Есть. Есть, да? У хозяйки сын есть. Да. Вот он увидит, как этот дом преобразится и какой он будет красивый. Я вот смотрю, да, обрешетку он выставил, да, так уже я просто представляю уже, какой этот будет красивый. Там, Ровный уже. да, он Дом. все вот это гнилые венцы снизу убрал. Это я по прошлое лето, наверное, Володя сильно занимался этим, да? Там внутри я делал. А, внутреннюю работу, да, делал. Конечно. Ну что сказать, много тебе сил надо еще и денег, да? Ой, как много. Ну, потихоньку вот этот дом стоит возле дороги, и опять же будет красивый, один из красивых домов. Желательно Нившире. красивый сделать. А? Желательно сделать красивый. Да, около да. дороги, там, около дороги на виду, чтобы- и красиво, и опять же получается, что Нившира живет. Да, Володя? Ну да. Он всю жизнь работал, в Лиссабоне работал, так? Да, водителем. Водителем МАЗа. Да. Хлыстовая вывозка, да. И вышел на пенсию, она же на льготной, да? Да, 50 лет вышел, да? 50, Вот так. А сейчас где, Володя, лесопункт? Да, всё разводили. Да, нету. Вот все, которые сейчас на пенсии, все эти, в основном мужики получают пенсии, кто работал в лесопункте, да ведь?
Да, да, да. А сейчас, которые нынешняя молодежь, я не знаю, откуда будет брать пенсию. Вообще не будет, да. Егор, давай. Возьмем брата твоего, да, Егор. Он откуда собирается брать? Все говорит, что работы нету, а желания нету. А нет, а если честно, вот оформленной работы тоже нету. Там, ну, скажем, на зиму там, и то некоторые не оформляют. Да. Вот. Ладно, поеду я. Вот такой дом, вот такая беседа, вот такой трудолюбивый человек. Владимир, Потом сделаю опять, посмотрите. обязательно я это засниму, как он вот сейчас дом выглядит. Это уже он что выровнял, все венцы гнилые сменил, я вижу, он там даже вместо венца, по-моему, там, толь это или цемент. Да, да, это толь покрыл. Толь, да. Землю для них, да. Подровнять землей. И дом будет как огурчик, как красиво будет. Сейчас это, вот эти кусты зацветут, и летом будем уже смотреть. Дай. Ладно, поехал я. Спасибо тебе, что немножко поговорил. Вот. Короче, доехал я до знакомого. Прошлый год тут еще он Еврогорбыль делал. Сейчас попросил выйти. Поговорим, давно в гостях у него не был. Вот такой у него дом. У него такой, по деревенским меркам такой красивый дом, нормальный. Короче, заехали мы, Николай Михайлович. Күтнемуна ме? Эсте күжімуна? Таты бар, так onu verdi mi? А таты позже азмуны сообща? Таты позже? Позже, позже, а таты denedmekte. Мы, күтсен жуны. Gör böyle açık çıkar. Вай, дугды. Позже ке мунусы. У меня тачка. Вот такая лапочка. О! Ой! Теперь я боюсь трогаться. Чтобы не повредить такую малютку. Ой, какой. Это расчет смена, да? Да. Расчет смена. Пока мать работает, пусть учит. Да. Вот такой. На маму похоже, давай. Да, немного есть, но... Есть. Да, дочь. Да, не очень. Вольерчик такой тоже. Доча. А тут у Николая пруд небольшой. Тут караси есть в этом пруду. Правда, вот только лебеди пока вижу. Карасей. Караси. Интересно, караси-то перезимовал или нет? Конечно, и сколько лет уже живу. О, лает, смотри. Оф. Лает. Вот такая малышка. О, чужой. Голос-то другой на чужого, давай. Да, молодец. На тебя совсем другой тон. А на меня такая сердитая такая. Молодец. Да. И на чужих можно и... Да? Ну, я и говорю. Видишь как, понимает даже. Да? Какая красотка. Ну что, Николай Михайлович, караси-то выжили, нет, как считаешь? Караси-то выжили, конечно, куда не денутся нам. Да, вот тут у него, сейчас покажу. Если окуни жили, Пруд такой. И окуни даже зимовали. Дай бог бы, что они вывелись-то. Вот такая беседка стоит. Красивая. Это уже за домом получается. Так, Николай что-то... Вот он купил мотоцикл. Как он называется этот? Бохар. Мохар? Бохар. Бохар. Бохар какой-то. Китай? Индия. Новый. Говорит, в лес, в избушку буду ездить на нем. Сколько стоит-то? Сколько стоит? 99 900. 99 900? Да. 100. Да, 100. 100 тысяч. Вот такая игрушка за 100 тысяч.
Да? И Харри больше на индийской Китай даже намного больше. Тут баки должны напротив этого, Ну вот говорит, индийский лучше, чем вот китайский. Наши уже многие говорят взяли и понравилось вроде. О, работает как часы. Да? Будешь в избушку ездить, что ли, на нем? Я буду ездить. Вот на Минск ездить. Минск 11 лошадей. Не тянет, а этот тянет, говорит, хорошо, как ежа, говорит, посильно. Четырехтактный. Экономичный. Угу. Короче, вот так. Почти доволен. Я куквон ветерли за доволен. Вот так заходил еще к одному жителю Нивширы. Тоже пенсионер, но пенсионер военный. Да, Верно. у него уже дом стоит. Если Володя там строит еще там, Какой Володя? этот Макарот. Ага, туда заезжал, да? Ну, там, что там заехать-то, возле дороги он как раз обшивает, собирается обшивать дом, да. Это уже тоже пенсионер, вот. Он же молодой еще пенсионер. Я-то уже сколько, с 2002 года пенсионер. Он, я не знаю, сколько лет уже на пенсии. Ага, у меня 18. Тоже, наверное, уже нормально. Лет 15-то, наверное, есть не на пенсии. Ну, Он же вышел-то на льготный тоже, 50 лет он вышел. А, льготный тоже. Да, он же на хлыстовой вывозке работал. Вот. Сегодня у меня езда по пенсионерам. Ну, пошли чай попьем туда. Чай сначала лифт мне сделай. К пенсии сделаю. Да, мы до пенсии еще, ой, как далеко. И к своей пенсии, когда состаримся, мне тоже подъем-то там тоже высокий, да. Придется думать, лифт делать. Делай, я буду тебе потом приезжать. Хорошо. Ну что, поснимал немножко тут дворик у Николая, и сейчас я обратно домой поеду. Раскопаю я сейчас тебе участок, он не выедет сейчас отсюда. Не выедет. А ты назад дай немного. Сейчас, подожди. Вот тебе пойдет. Нет, он не выедет отсюда. Придется тебе чай кипятить. Ну ты в натяг-так еще идет, да? Да, если не умеючи, он не поедет. Я в первое время я буксовал на каждом, вот останавливающий буксует, но не понимал ничего. Резли я сейчас Да? Вот Микера чуть-чуть прогусовка сокоситан, лежан щитницы еще. Да, так еще надо чуть-чуть немножко бутика умыть. Да. Потом вес распределяешь, например, так. Вот так. А потом, если что-то юткан, да? Не, здесь не поднимется, здесь однозначно помогай. Здесь, да? Да. А ты вот потом от полога. Во, поднялся. Ну что, поеду я от тебя. Заходи. Лифт сначала сделай. Ну, заезжай, тепло будет, чай попьем, самовар. А я смотрю, у тебя окно открыто. Окно открыто на машине. Я думал, что там за ерунда? Окно открыто у тебя. Я думал, это самое. Под машиной ты там. Смотрел еще под машиной там. С водительской стороны, если я назад давал, смотрел, чтобы не проводился. Не с водительской, с этой стороны. С этой стороны, да? Да? Значит, с кем-то беседовал. Или слишком чистое стекло, да? Не может Не вижу, что... Слишком чистое не может быть, а с кем-то Да, я так еще подумал. Это... Да, я подумал, что ты там ремонтируешься. А там это, потому что у меня двор режет все, на тонет, так я думаю, пока не высохнет, не буду. Ну все, давай, я поехал. Давай, заезжай. Все, спасибо за беседу. Все, поехали, друзья. Дальше. Поговорили опять. Ну, теперь уже
до дома буду ехать. Ну что, доехал я уже домой, заезжаю. Такая у меня прогулка сегодня, не маленькая. Там дрова складывает по новой. По новой? А ну-ка там нервничает. Там остатки дров складывают. А здесь все, дрова занесли. Как бы. Только вот мусор этот надо убрать еще. Сжечь или что-то. Куда-то надо деть этот мусор. Для забора вот эти жерди оставили еще. Все ошкурены. Ну, короче, все нормально. Осталось прибраться вот после дровишек и все. Вернулся я домой. И, так сказать, сейчас буду уже заезжать. Нагулялся я конкретно, аж уже уши продуло. Маша меня уши продуло. Хотя и он в ушанке, а уши почему-то продуло. Я знаю, что у меня завтра будут болеть уши. А? Прохладно. Да, вообще. Я сейчас буду заезжать. Какой там, что-то снял. Не знаю, что там даже получилось. Ну, просто поездил, а заодно и поснимал. Вот. Ладно, всем пока, друзья. До новых наших видео. Это, еще хотел сказать, что прошлое видео про собачку. Но это я так выложил. Не обязательно же смотреть и... Ну, да, конечно, там 14 минут, как собака кушает, конечно. Но можно было и не посмотреть просто, и все. Вот. Если кому-то там не понравилось, извиняйте уже меня. Ну, я люблю смотреть на Умку, ну и в основном выставил для тех, кто будет кому нравится. Умка там чавкает, вкусно чавкает. Просто была запись, так поставил. Все. Ну, а на этом точно уже заканчиваю. Всем пока.